Итак, с 1 февраля стартует пресс-эстафета. Телезрители, радиослушатели и читатели смогут узнать о событиях, необычных людях и интересных фактах из жизни городов и сел Чечни. Такую задачу перед СМИ поставил Рамзан Кадыров на своей рабочей встрече с министром по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Как считает глава республики, в отдаленных населенных пунктах живет множество талантливых людей, о которых должны знать и зрители, и читатели. В один месяц ведем один район и туда высаживаем наш, образно говоря, журналистский десант. Телевидение, информационные агентства, газеты, журналы, радио. И собираем материал о местных достопримечательностях. Где-то есть зиярты, где-то есть памятники культуры, где-то есть места, где происходили какие-то определенные важные исторические события. То есть, много там чего есть, просто надо все найти, показать, рассказать, донести до людей. И я думаю, что это достаточно патриотическая акция. Программа пресс-эстафеты распланирована на весь год. Первым ее примет Курчалоевский район. Некоторые корреспонденты печатных изданий уже изучают местности различных муниципалитетов. Заместитель главного редактора единственной газеты на чеченском языке «Даймохк» Сайдхасан Дадаев также считает, что в районах республики проживают настоящие хранители чеченских обычаев и традиций. Работа на периферии предстоит и у телевизионщиков. Художественные редакции на всех 3 государственных региональных каналах не только расскажут, но и покажут интересные истории о жизни и быте селян. У нас есть интересные передачи, есть интересные программы, в которых рассказывается о жизни на селе, различных героях сел, старейшинах, обрядах, традициях, обычаях чеченских. Многовековые башни, памятники архитектуры, древних войнахов, нетронутая природа, высочайшие горы. И самое главное, люди, которые живут в гармонии со всем этим природным богатством. Обо всем этом журналисты расскажут уже в самое ближайшее время. Ахмед Джабрилов, Халид Мавсаев и Дауд Куруев. Новости.